И он на основе уже этих данных будет формулировать и делать переводы со временем. Это такое видение вслух, то есть это процесс реализации там очень громоздкий, очень долгий, очень кропотливый. Это я как вижу, как айтишник говорю, практикующий. Поэтому это нужно смотреть, изучать. Вот без вашей помощи и с нами вместе можно подумать над этой темой, и это на самом деле правильно. Еще есть один вопрос, который я поднимал когда-то, вместе мы с ЕЕП думали, а вот есть у нас операционные системы, да, есть у нас телефоны и так далее, которые мы используем, а там нет языка кронштадтского. Да. Ну, потому что у нас даже нет, оказывается, международного ключа, закрепленного за кронштадтским языком. Недавно появился, потому что у нас сделали запрос, и, по-моему, он, если я не ошибаюсь, QT, если я не ошибаюсь, надо посмотреть. QT, ну, то есть, как есть рус, укр, там, USA, там, и так далее, да, там, английский, немецкий. Вот у кронштадтского вот международный вот этот код закреплен, либо нет, нужно изучить, то, по-моему, уже закреплен. Ну, то ли ТТ они сделали его, то ли QT, точно не помню. Вот ТТ это, по-моему, Татарстан, но он к нам больше не подходит. Ну, вот это как одно из составляющих направлений. Если делать такой переводчик, то можно еще сделать для операционной системы Linux языковую версию. Там многомиллионные, там, я не знаю, сколько там, тысячи или сотни языков есть, а кронштадтского там нет, к сожалению. И это как одно из направлений, которое можно было бы сделать. И тогда вы берете телефон и перевели его на кронштадтский, у вас внутри все меню, все на кронштадтском языке. Это как будущее. Да, когда интересно, возникает такой вопрос. Вот, допустим, я читаю какую-то книгу, хочу, чтобы эта книга, допустим, если даже на английском, она мне идет на кронштадтском. Это с каждым языком отдельно надо? Или через какой-то язык? Да, получается, с каждым языком отдельно. Это получается, это сколько надо работы сделать, да, с разными языками? Ну хотя бы с русским нам начать. Хотя бы с русским. Ну, наверное, русский, наверное, будет самый сложный. Наверное. Да? Ну, если вы филологи, вы, наверное, больше знаете, поправите меня. Но насколько мне известно, что в русском языке очень много таких оборотов, которые очень сложно понять машине. Если с английского, то есть, почему говорят, кронштадтский язык легкий, да, там на изучение, там у нас немного. Да. Схож с английским, да, потому что, а вот в русском языке у нас там падежи, там склонения и так далее, тут я как бы не грамотно в этом вопросе, вы больше меня поправите. Если делать, может быть, с русским это самый сложный, наверное, вариант будет. С английским? Вот я имею в виду, может, с английским попробовать. А я-то планировал как, Грейс, допустим, вот, богатейшая русская литература, да? Да. В мире. Там миллионы единиц хранения по всем наукам, Да. на русском языке. И вот она недоступна для многих турок, наших румын, татар и так далее. Там Вот, кириллицу не могут читать. я бы думал так, например, они бы с удовольствием пользовались бы крымско-татарским, который связан с русским, чтобы когда какие-то вещи попадают им на русском, чтобы они могли их на татарском читать. Нет, это как вариант, это надо начать и делать. То есть, Да. здесь... Нет, можно. Да. Если, например, использовать тот же принцип, то, что Валерий не можно перевести, да, этот текст. То есть, чтобы могли они в поиске, например, искать одно и то же слово, по кириллице забивать, а кому-то, например, то есть, смотрите, сейчас мы говорим о каких вещах. То есть мы сейчас говорим о корпусе, Да. или говорим непосредственно, о каком корпусе мы говорим? Всего того, чего мы имеем, да, относящихся к нашему языку, или мы хотим именно сделать перевод с одного языка на другой. То есть вот тут вот есть. То есть нужно определиться. Если мы говорим об общем корпусе, да, тут люди просто есть, которые уже знают, уже работают с этим, да, то тогда это один вопрос. А если именно перевод, то это уже... Да, это другое. Но Олег Медведев переводит слова. Да, нет, я имею в виду транслитератор это. Да. Я про транслитератор имею в виду. Да, потому что, вот, Да, допустим, да, уже да. создан Телеграм-проблема. Да. Телеграм-бот Да, есть. то есть, если у нас будет он на кириллице, весь этот корпус, да, то я думаю, что не должно возникнуть проблем, чтобы перевести его на латиницу или задать вопрос на Не латинице. будет проблем, да. Не будет. Все, вы имеете в виду не перевести, а транслитерировать. Транслитерировать. Да, ну вот я имею в виду, Проблемы вы с говорите, что трансляцией сейчас нет, у нас есть Нет, программа. да, нет,
Нет, вы же сказали, что вот не могут читать. Нет, русский язык они не знают. А хотели бы поизучать, а хотели бы познать на русском языке, вот сколько вещей выходит. Извините. Да? Вот мы недавно были в Румынии. То есть Я перевод. поняла, Они они- корпус башка, перевод башка. То, что говорит Русский Гирей, это совсем другая, да, Да. идея, другая Да, направа. вы понимаете, речь идет о том, чтобы это было практичным. То есть не просто вот мне захотелось что-то узнать, а я читаю Толстого, я читаю Тургенева для начала. Onu Да? siz isterseniz Крым татар yok. Evet. Крым татар yok. Onu Это перевод, не а это не не корни. Это уже конечный продукт. Вот когда Да. уже идет переведен, тогда можно оцифровать, как это грамотно, и тогда речь пойдет о корпусе. Вот сейчас мы Корпус выпускаем это переводные другое. словари. Корпус это то, что- Зера, вот сейчас мы выпускаем переводные словари. Да? Я это без- Переводные словари. Вот Вадим Алдан сейчас немножко поподробнее скажет. По переводным словарям. Он работает по терминологии химической. Вадим Алдан, вот ваша мысль. Нужно создавать переводчик. Корпус, можно сказать, корпус лингвистика помогает анализировать сам язык, изучать его совсем, его морфологию, синтаксис. Он просто Да. дает, это корпус. Знания. Смотрите, сам корпус, Функции. что это такое? Лена, ты специалист, а я пытаюсь. То есть мы взяли все термины, которые существуют на свете на крымско-татарском языке, да, и забили Но программу. это мало этого. Ну, потом уже после того, как мы это сделаем, потом уже речь пойдет и о переводе, и о анализе, и о То есть других корпус, других. он же не просто, это не просто собрание электронных текстов, да? То есть корпус, как бы это не просто собрание электронных текстов. Если мы возьмем любой корпус, там, национальный корпус русского языка, вы же можете там же различные, он же аннотирован. То есть морфологическая, допустим, аннотация, морфологическая раскладка, это создается. То есть создается программа с помощью филологов, которые пишут все инженеры, да, все особенности этого языка, все, конечно, они все обозначаются как нужно, соответственно. И тогда машина с помощью программы, написанной на основе этих правил, она будет распознавать, И что, будет выдавать здесь и как. То есть мы можем, допустим, если у нас, то есть то, что вот у нас есть, допустим, лингвистический корпус крымского языка, он маленький, такой, вообще крошечный по сравнению со всеми остальными. Ну, это то, что вы сделали. Да, то, что мы сделали с Радовым Гаравиком, старшим научным сотрудником Словацкой академии наук, это как бы он не аннотирован. И там вы можете найти, то есть там она, да, но есть там специально, допустим, она, если идет там звездочка, то все она и плюс окончание. Он вам найдет, то есть это простейшее, просто тогда еще оболочка, которую еще мы создали с ним, то есть я как бы предложила, и он великодушно согласился еще в 2006 году. Еще в 2006 году ВОЗ, как бы мы такими малюсенькими шагами двигаемся, потому что, во-первых, что в 2005-2006 и последующие года мне очень было трудно объяснить, что это такое, мне никто не понимал, никто у нас, я пришла Не помогал. Я пришла в ужас в том, что у нас все существовало на бумаге. То есть если все, допустим, что-то там на вас опасно, если что-то там уничтожается, у нас ничего нет. У нас ничего нет. Нет ни электронных, в содержании, то есть в электронной форме, ни книг, ни журналов, ничего, ни газет, ничего. Вот, пожалуйста, стопки вот эти газет, там все. А сегодня? Вот, там, Сегодня. только опять же, то же самое. У них, допустим, нет, они там хранят год, и потом это стирается, допустим, в тех же, там, я не знаю, Яндуня, Крым и так далее. То есть это наш архив должен быть. И как А они этого стирают? Не понял. нет. Просто стирает. А кто будет хранить? Где будет храниться? Кто этим будет заниматься? То он, Олар то есть, интернетте хайп olan mı? Ne olan? ну, давайте мы сейчас, то есть, Ну, мне ситуация надо такая.
20 жылдық шейін бір келелі радио, тұтастағы радиода бір шақалмады. И поэтому, соответственно, проблема, во-первых, огромная проблема, то есть я забираю их архив и пытаюсь это в свободное свое какое-то там время, которое сейчас еще абсолютно так сократилось, к сожалению, пытаюсь это все, как бы, его и нужно текст обозначить, что это, да, допустим, там, стиль какой, автор, год, название, и, допустим, отправить. Мы как-то там, плюс он, допустим, сделал еще в 2014 году, мы сделали такой маленький подкорпус именно на латинице. Опять же, Яна Дуня, то, что выкладывала в Фейсбуке, они транслитерацию, это я брала, расписывала, что это, отправляла, мы с помощью этого создали какой-то маленький, опять же, подкорпус на латинице. То есть корпус, он, во-первых, нужны тексты, что является огромной проблемой. Сколько я обращалась, как бы, к людям и говорила, допустим, вы печатаете статью, почему ее, допустим, не отправить, все данные будут, кто ее прочитает, кроме, допустим, какого-то крымского сборника, ее никто нигде не прочитает. А если она будет в корпусе, ее могут прочитать весь мир. И будут ссылаться, что да, вот в этой статье вот было такое, например, выражение, или вот такая лексика была употреблена. К сожалению, мы настолько как бы отстали, и до сих пор прошло уже как бы 12 лет, и только люди начинают понимать, что это такое. Я хочу сказать, что все, о чем мы здесь вот говорим, о том, что вы сказали до меня коллеги, все сейчас создается на основе корпуса. Все словари в современном мире, которые выходят, они выходят на основе корпусов. Это 100%. Потому что если вы откроете новый словарь, там будут, допустим, примеры. Это все из корпуса. Это просто забивается, допустим, какие-то употребительные выражения, забивается, допустим, лексика, и анализируется и выпускается. На основе корпусов делается машинный перевод, на основе корпусов делается синтез речи, на основе корпусов распознавание речи, на основе корпусов грамматика. Все делается сейчас на основе корпусов. То есть, если есть, я об этом пыталась много, 12 лет уже говорю, если есть у нас корпус, мы можем делать все, что угодно. И все, о чем мы говорим, это только начинается с этого. Потому что машину можно научить только на основе того, на основе материала, который у нее есть. И то, что у нас есть, это вообще песчинка в пустыне. С 2014 года я сотрудничаю вот с Академией наук Татарстана, с научно-исследовательским институтом прикладная семиотика. То, о чем мы говорим, разрабатывать машинный перевод, делать и так далее, это мы будем изобретать заново велосипед. То есть они работают с конца 90-х годов по татарскому языку и сделали уже огромное. То есть у них абилингва, они уже официально, уже давным-давно, лет 6 или 7 назад, они на официальном уровне, у них есть все словари, то есть это в лингва, у них есть официальный там словарь, все это забито. Плюс они занимаются синтезом речи, машинный перевод, это все у них уже работает, они это делают, у них уже есть корпуса, которые звуковые корпуса, то есть они наговаривают тексты. И то, что мы сейчас будем говорить, пытаться что-то изобрести, это нам еще понадобится еще 20 лет, чтобы мы пришли к такому как бы, состоянию, к которому они уже давным-давно есть. В этом смысла никакого нет. Улар Машалар в каком понимании? Они собирают всех тюрков. Всех тюрков. У них якуты, чуваши, башкиры, киргизы, казахи, узбеки, азербайджанцы, турки, они со всеми сотрудничают. Всех они собрали и проводят такую конференцию Тюркланг называется. Тюркские языки, Тюркланг именно по корпусной лингвистике с 2014 года. Я участвую в этих конференциях, и они проводятся каждый год в разных странах. Допустим, в прошлом году это было в Бишкеке, там, я была там, в Казани в 2014 году, в 2015 году была в Стамбуле, она проходила. Вот в прошлом году была в Бишкеке, в этом году будет в Ташкенте. То есть, какая у них идея? Что замечательная идея, чтобы не изобретать велосипед каждый
каждый раз, мы можем просто делиться и сразу начинать, имея эти наработки, мы их просто чуть-чуть шлифуем под наш язык, соответственно, да, с особенностями нашего языка, и работаем дальше. То есть мы сразу начинаем, мы сразу выходим вот с такого уровня, и мы можем начинать работать. Нам не нужно вот эти все, проходить вот эти ступени, которые они проходили уже 20 лет, проходят. Соответственно, то есть мы давно об этом говорили, допустим, я могу прочитать, допустим, да, чем вот научно-исследовательские проекты и программные разработки, это, скажу, это где-то, наверное, 14-15 года. Атлас татарских народных долларов. Замечательная вещь. Это интерактивная карта, которую ты можешь просто кликнуть на нее, и там будет вот здесь говоры какие, вот в этой области какой говор, что, особенности и так далее, и так далее. Что для нашего Крыма вообще просто тоже идеальная вещь, которая просто, о которой мечтать. Национальный корпус татарского языка Туган-Тель, система конта-интегратор, интегрированная инструментальная среда для решения прикладных задач, связанных с автоматической обработкой текстов, словарь Абилингва совместно с этой фирмой Аби, то есть это многоязычная версия электронного словаря с поддержкой татарского языка. Пакет Татсофт, это программный пакет для ведения дела производства на татарском языке. Синтезатор татарской речи, программный модуль озвучивания произвольных текстов на татарском языке. Система Speech Assistant, система управления компьютером с помощью голосовых команд на татарском языке. Система Language Identification, система для автоматической идентификации языка, диктора по речевому фрагменту. Электронный учебник Татар онлайн, образовательный ресурс Татар Теле, русско-татарская лексикографическая база данных, мультимедийные учебники. То есть это у них уже было там, вот то, что это было там еще 4 года назад, это у них, они активно в этом направлении, они уже вот, у них база хорошая, они работают. То есть нам не нужно изобретать велосипед. Мы вот с Аусом и Немуджавым уже сколько? 3 года? 3-4? С 2014 года мы пытаемся, в 2014 мы пытаемся активно как бы уже это сделать на официальном уровне сотрудничества. Мы пытались создать лабораторию. Мы уже дошли до уровня, как бы, все это было Миниханов. Миниханов все подписал, одобрил. Но, к сожалению, тогда было падение, вернее, курс доллара подпрыгнул. Уже должны были быть выделены деньги, хорошая сумма денег. Уже все было, но, к сожалению, вот, такие политические, как бы, экономические причины, все это сорвалось. И мы можем это делать. Мы можем с ними сотрудничать, мы можем подписать соглашение с нашими университетами. То есть с университетом, допустим, и с той же этим научно-исследовательским институтом. И подавать на проекты, создать лабораторию и работать в этом направлении по чуть-чуть. Если мы будем начинать с машинного перевода, понимаете, сразу не имея колеса и хотеть иметь велосипед, это очень трудно. Соответственно, нам нужно то есть, создать вот эту рабочую группу и работать в этом направлении. То есть подать на проект, нужна нам поддержка, даже, допустим, государства. Я думаю, что это в принципе как бы возможно, да, подавать. Но опять же, это нужны люди, которые это понимают и поддерживают друг друга.